новых знают в Правобережном районе многие. О том, как пережить потерю близких людей, воспитать достойных детей, как им привить любовь к национальным инструментам, нам расскажет Ирина Богова. Сегодня она с дочерью Дзырасой гости нашей студии. Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер, Дзыраса. Я очень рада вас видеть. Ирина, вы довольно знаменитая семья в Правобережном районе. Расскажите о себе и о своей семье. Ну, у нас двое детей, Дзыраса наша и старший сын Хетаг. Хетаг увлекается он шахматами, серьезно. Дзыра у нас знаменитость по гармонике осетинской. Ирина, что нужно сделать и как надо воспитывать, на ваш взгляд, достойных членов общества, достойных детей? Ну, я считаю, что первым долгом родители должны посвящать все свое время, помимо, конечно, работы, быть с детьми. Всегда с детьми. Ну, дети, конечно, должны редко видеть улицу. И чтобы они пошли в правильном направлении, дети должны посещать секции и кружки, а родители должны быть с ними всегда. Вот это мое мнение такое. Я, например, сама лично считаю, что родители должны, если даже отдыхать, то только с семьей. И только тогда правильное направление детей получит каждый родитель. Ирина, у вас двое детей, и вы полностью посвящаете свое время детям. На ваш взгляд, как сделать так, чтобы ребенку стать другом? И как его мотивировать на всестороннее развитие? Чтобы стать другом, нужно все свое время посвящать своим детям. Быть с ними везде и всегда. Вот это, я думаю, первое, что каждый родитель должен усвоить. Ирина, я знаю, что, наверное, это желание связано с тем, что вы потеряли в бесланской трагедии своего ребенка. Как вы смогли найти в себе силы жить дальше? Ну, я бы сама с этой трагедией бы не справилась. Мне помог Господь, мне помог Бог. Бог мне дал детей. И для меня внутренне я себе дала клятву. Потому что наша жизнь настолько короткая. Я не хочу свое время тратить попусту. Я себе дала такую клятву, что я не смогла сделать для того ребенка, я все эти дни и часы буду посвящать только своей семье. Ирина, скажите, пожалуйста, вы все начинания своих детей поддерживаете или все-таки бывает? Да, конечно. Потому что я сама вижу, дети у меня в правильном направлении. Я, конечно, не знаю, что будет дальше. Это знает только один Господь. Но все, что они хотят, все, что они делают очень все хорошо. Дзыра, я знаю, что ты посещаешь 6 кружков. Как это у тебя получается успевать везде? Расскажи, в чем секрет? То, что, например, в один день несколько кружков, в другой, например, 1-2 кружка. И вот так получается все кружки проходить. Расскажи поподробнее о своих кружках. У тебя и гармошка, и танцы, и что-то, и шитье, и куклы, и много чего другого. Да, мультимедиа, рисование, гармоника, танцы, шитье, баскетбол. Дзер, у тебя 6 кружков. Чем ты больше всего любишь заниматься? Гармоникой и мультимедией. Ирина, чье это все-таки желание было научиться играть на осетинской гармошке? Ну, желание это было мое. Но когда я даже предложила это Дзере, она с удовольствием, поддержала. Конечно, да. Ну, потому что музыка для меня лично такое большое значение имеет. Музыка в доме, с ней легче переносить какие-то трудности. А осетинская музыка, это, мне кажется, на родной осетинской земле, это вообще какое-то счастье. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы именно Дзера, она носит такое еще имя осетинское. Я хотела очень, чтобы в нашей семье звучала гармонь. И чтобы именно Дзера, конечно, играла на осетинской гармонике. Во сколько лет у тебя возникло желание научиться играть на осетинской гармошке? И поддержали ли тебя близкие твои? В 5 лет, и близкие меня очень сильно поддержали.
У нас была маленькая гармошка. Нам было очень трудно купить гармонику, но тут помог случай. В Бруте открывали спортивный комплекс, и я была приглашена. И я случайно увидела там Вячеслава Зелимхановича Битарова. Это экс-глава республики. Да. И как-то я решилась. Если честно, я не решалась. Но я решилась. Когда он уезжал, я подбежала и рассказала ему о своей просьбе. На что он мне ответил: при одном условии, если Дзера будет знаменитой. И мы вообще очень сильно, конечно, обрадовались. Дзера очень ждала этот день. Для нас этот день, вот даже в местной газете, когда опубликовали, нам в район привезли гармошку и вручал уже этот глава района, да, Суслан Михайлович. И у нас даже есть вырезка вот в газете. Это так вообще, я часто вот именно вот эту вырезку вот газеты я часто смотрю, потому что, во-первых, Дзера была такая маленькая, во-вторых, для нас, для нашей семьи, во-первых, это для Дзеры, она очень уже ждала эту гармошку. Для нашей семьи это просто, даже слов нету. Я благодарю вообще Вячеслава Зелимхановича. Такой момент для нашей семьи был. Большая помощь. Дзерас, расскажи свои ощущения, когда ты впервые на коленке поставила эту большую астинскую гармонику. Мне кажется, ты была совсем маленькой, смогла ли удержать? Как я ее удерживаю, это было вот так. Тебя даже не видно было, да? Я первый раз, когда села на него играть, я пока что дрын-дрын-дрын-дрын. Но это тогда ты так, а сейчас, мне кажется, Да. ты довольно хорошо уже владеешь. Расскажи о том, что ты принимаешь очень часто в конкурсах участие и выигрываешь. Вот самый такой запоминающийся конкурс, и можно вспомнить даже самый первый. Самый, который конкурс я помню, это был в Ростове-на-Дону. И я заняла там первое место. А вот Ирина не помнит, Ирина. Это не первый конкурс Дзера. Она просто про конкурс, а сейчас про первый расскажет. Это, может, тебе больше всего понравился в Ростове-на-Дону. А так у тебя съемки были даже когда ты была маленькая, приезжали, помнишь, с Владикавказа? А давайте вы нам расскажете, может, Дзера чего-то не помнит, расскажите вы, Ирина. Это был конкурс, вот как назывался? Ажарма, наверное. Как? На Аристон ТВ? Да. Ажар. Вот я не помню, как конкурс называется, но Конкурс она была юных талантов на Аристон ТВ. Она была, тогда ей было 5 лет. И вот тогда это вот первый был ее конкурс. Вот когда она принимала участие, она забыла просто. А насчет гармошки, вот когда ей вручили гармошку, конечно, по вот на этой гармонике ей было трудно играть. Она пока еще... Но и было очень тяжело, потому что 16 килограмм. Она, наверное, больше этой гармошки на 2 килограмма, наверное, сама весила. Но настолько она хотела играть, что она быстро все охватила. Вот представьте, какое у нее было желание и стремление, что она быстро все вот это охватила. И все это учила с большим, как говорится, рвением. Сколько лет ты уже занимаешься? 6 лет. 6 лет уже. Вот расскажи о конкурсах, в которых ты участвовала, самые запоминающиеся моменты. Какие ощущения, какие впечатления у тебя были, когда ты выигрывала? Я видела, что это не один конкурс даже, а несколько конкурсов. Ты становилась лауреатом, занимала первые места. Радость была очень большая. Например, когда уже конкурс закончился, я подбегаю и говорю: я первое место заняла, первое место. И сильная радость была. Дзер, а было ли когда-нибудь желание бросить это все? Вот честно. Нет. Скажи, пожалуйста, у тебя бывает вот такое, что ты собираешь вечером своих родителей, свою семью, садишься и начинаешь играть любимые мелодии на астинской гармонике? У меня такое бывает, вот, например, уже поздно, и почему-то внутри прям хочется поиграть на ней. Сажусь. Приходит папа, танцевать начинает. Даже танцует. А мама? Иногда. Ирина, расскажите об этих вечерах. Мне кажется, это настолько вот атмосферно бывает.
Ну, вы знаете, Дзеру еще надо просить, чтобы она сыграла. Это так сложно. Но у нее бывают такие моменты, и она поздно начинает играть. Вот возьмет сама и начинает играть. И для меня это такое бывает наслаждение. Вот для моей души, вот лично для себя я говорю. И вообще, вы понимаете, когда в семье вот царит музыка, знаете, вот в жизни моей вот прошла такая вот трагедия, да, и я живу сейчас своей семьей, и в нашей семье царит музыка. Вот представьте, как это все, что может быть прекраснее, когда любишь осетинскую гармонику, когда звучит в семье осетинская мелодия, ну, я думаю, счастье, вот и все. Ирон Фандер изменила вашу жизнь Да. и привнесла свои краски Да, в вашу семью, получается. Даже могу сказать, для меня лично. Все-таки это было желание мамы, да, чтобы ты научилась играть? Или это ваше обоюдное желание и тандем с мамой? Ну, вы же понимаете, что если бы она не хотела тоже, да, ну, заставить можно один день. Вот, например, человек не хочет, да, ребенок, вот сегодня у него нет желания, а заставлять несколько лет, например, это же невозможно. У нее есть желание, у нее есть стремление и заниматься. Ну и, конечно, я поддерживаю. Мы поддерживаем всей семьей. Дзера, расскажи, пожалуйста, наверняка есть любимые мелодии, какие, и сможешь ли ты нам сыграть, что-то исполнить? Что может быть прекраснее звучания нашей осетинской гармошки? А что еще ты любишь, Дзера? А что мама любит? Мама любит Цицилию. Давай. Люблю кабардинский.
Я тоже люблю кабардинский. Мало того, я люблю еще танцевать его. А ты расскажи о том, что ты еще и танцуешь, Дзыраса. Да, танцую я. Очень люблю танцевать. И где играет мелодия осетинская, вообще любая, выхожу танцевать. Молодец. Дзыра, помимо того, что ты прекрасно играешь, замечательно просто на осетинской гармошке, танцуешь, я знаю, что ты еще рисуешь. Да, я рисую дома, в художественной школе. И это мое любимое дело тоже. Ну, знаю, что у тебя традиционно каждый год бывают выставки. Расскажи об этом, что это за выставки, как вообще возникла эта идея? Идея у меня пришла, мы приехали, и я вдруг к маме подхожу и говорю: мам, вот давай я так рисую, и давай сделаем выставку. Она говорит: кому это надо, кто эти картины будет покупать. И потом она задумалась и говорит: ну да, можно попробовать. И вот все с этого момента у меня пошли выставки. Сразу. Она пришла со школы, и там был старшеклассник из такой простой, наверное, семьи. И она говорит: я бы хотела продать картины и купить. И у него, говорит, наверное, не будет, говорит, на Новый год на этот подарок. И говорит: я хочу продать и купить подарок. Ну, я на самом деле сказала: кому не нужны? Ну, потом я резко сразу собралась и говорю: хорошо. Я позвонила директору школы, попросила, можно ли организовать такую выставку в школе. На что, конечно, она пошла навстречу. Все, картины были, просто раскупили их сразу. И школа на вырученные деньги купила подарки. Для детей малообеспеченных семей. Да. Вторая выставка прошла в Доме пионеров, Дом творчества города Беслана. Тоже на вырученные деньги купили подарки малоимущим. Третья и четвертая выставка прошла у нас во Дворце культуры. И с каждым годом у нас становится все больше подарков. Вот последний год, если в первый год подарков было, я не помню, 20 то вот в этом году 153 подарка. Вот представляете, и к нам и начальник нашего отдела образования, и наш начальник финотдела, школы, садики, директора библиотек. Ну, конечно, Вячеслав Зелимханович Битаров. Да вы что? Да, тоже. Расскажите поподробнее. Да, он в том году не смог приехать, но нашу картину купил. В этом году специально для него Дзыраса нарисовала уже, она готовилась, она надеялась, что Вячеслав Зелимханович приедет. И приехал Дзыраса? Она его ждала. Она его ждала, и ту картину, которую она рисовала в художественной школе, она подарила. Вернее, неправильно я сказала, он ее купил. Дзырна, тебе нравится заниматься благотворительностью? Ведь это была твоя идея, и несмотря на твой юный возраст, ты смогла реализовать этот проект и помочь людям. Это говорит о твоем добром сердце. Мне сильно нравится, потому что, смотря в нашей школе, некоторые люди, у меня одноклассник, например, тоже не могут позволить подарки. Ну и вообще везде, мне кажется, есть такие люди. И надо им помогать. Это вот она сама такая, или вы все-таки в детях воспитываете какие-то ценности? Ну, я не знаю. Все, наверное, все это из семьи идет, я думаю, так. Вообще нужно помогать друг другу. Вот нам же, вот сейчас мы приехали вот на эти съемки, да, вот она с гармошкой, нам же помогли. Сделали же большое дело для нашей, доброе дело. Это человек же
с большим сердцем нам, наверное, сделал, да. Вот мы тоже должны, если мы не можем позволить вот такое дорогое, мы должны начать хоть с маленького. И каждый человек должен это делать. От сердца к сердцу передается это добро, Да. и И оно это идет так по и будет. цепочке. Я всегда говорю так. Делаешь добро, и я всегда говорю, делаешь добро, и Господь все это видит и возвращается. Все это возвращается. Так что Ирина, что самое главное в жизни, на твой взгляд? семья. Семья – это самое главное в жизни. Вот я, может, повторюсь, настолько коротка наша жизнь, настолько коротка. И мы иногда не понимаем, что каждую минуту мы должны проводить время со своими близкими. Первым долгом с семьей. Ну, у меня вот так. Дзераса, о чем ты мечтаешь? Штатив для фотоаппарата. Ну, это вообще, это не... Ну, может, она мечтает. Ирина, у нее своя мечта. Ну ладно, я все, у нее, знаете, какие? Вот я просто сейчас так скажу без этого, да? Вот у нее что-то, ну это хорошо, вот у нее бывает такое. Вот что-то ей нужно, вот ей нужен был фотоаппарат, да? Она собирала деньги. Она зарабатывает деньги уже на этой гармошке. Купила себе фотоаппарат. Нужен был ей компьютер, пособирала, мы ей добавили. Нужен был ей вот сюда микрофон, она пособирала, добавили. Сейчас у нее уже этот новый. Вот она несколько дней говорит, мне нужен штатив. Я говорю, ты что, говорю, куда ты на съемку идешь? Ну, ты же занимаешься, да, вот в Да. кружке. Вот расскажи об этом, что тебе нравится, чем ты занимаешься, ну, что ты обычно там делаешь. Например, мы делаем разные композиции, и надо их с красивого кадра сфоткать. Например, выходим на улицу, фоткаем, друг друга фоткаем. И наш педагог задает нам домашние задания, например, 5 снимков, сфоткать на какую-либо тему. Ирина, а вот о чем вы мечтаете? Ну, каждая мама мечтает о том, чтобы в жизни дети были счастливые. Вот это моя мечта. И как больше прожить с ними. Вот это моя мечта, это мое счастье. Вот несмотря на то, что в жизни я получила большой удар, я считаю, я счастливая. Я счастливая мама. Ну вот знаете, вот даже когда, вот я расскажу так, вот когда даже Дзера играет, я ее часто прошу, чтобы она сыграла лично для меня. Не когда она учит свои эти мелодии, а лично для меня, когда я ее прошу, чтобы она сыграла, вот настолько я вот своей этой мелодией, настолько глубоко доходит мелодия до моей души, что я могу даже заплакать. Вот настолько я люблю осетинскую мелодию, что это до глубины души доходит, вот до моего сердечка касается. Каждая мелодия, каждая нотка. Но я считаю, вот, ну, это мое, что без осетинской гармоники, мне кажется, я даже жалею о том, что я сама не выучилась. Эту любовь к остинской гармонике Да. вы привили и Дзерасе. Да. Дзераса, я тебя и Ирину благодарю за то, что вы сегодня пришли к нам в студию. Я думаю, что нам еще стоит вот в конце что-нибудь сыграть и на этой прекрасной ноте завершить нашу с вами встречу.
Спасибо, Дзирасы, спасибо, Ирина. До новых встреч. Спасибо вам.